С раннего утра у площади перед башней Согласия в Магасе многолюдно. Гастрономический туризм для Ингушетии хоть и не в новинку, но все же из года в год собирает большое количество желающих приобщиться к национальной кухне. После сбора все участники на комфортабельных джипах устремляются в сторону Сунжинского района, как наиболее привлекательной точки для сбора черемши. Точкой сбора участников в Васиновском ущелье стала площадка, оборудованная беседками, мангальной и санитарной зонами. Пока одни на месте разбивали лагерь, другие отправились вместе с гидом-проводником на локацию по сбору черемши. Краткое напутствие от сопровождающего группы, и можно выдвигаться в путь, но уже пешком. Начиная с февраля сезон сбора черемши уже можно считать открытым. Работа эта, хоть и кажется на первый взгляд несложной, требует физической подготовки, знания местности и базовых навыков, позволяющих безошибочно определить, где можно собирать черемшу, а где усилия не окупятся. В данный момент, как мы видим, снега много, да, но бывает такой период, когда без снега, тогда черемшу собирать гораздо проще. В данный момент нам понадобятся грабли, чтобы счесать землю отсюда и убирать от прошлогодней выпавшей листву, все вот это убираем. И вот сама черемша, мы ее видим, да, вот она в данном месте растет. И собрать нам ее не составит труда. Для большинства участников сбор черемши – это что-то новое. Хоть блюдо и достаточно распространено в нашей республике, тем не менее мало кто знает, что работа эта очень непростая. Организатором мероприятия выступил Комитет по туризму Ингушетии. В перспективе это направление может стать достаточно востребованным среди туристов, поэтому в данный момент важно его развивать. Мероприятие проводится уже второй год подряд, то есть в прошлом году мы тоже совместно с туроператором проводили, и данное мероприятие пользовалось большим успехом. И мы решили вот так вот повторить, и в дальнейшем, я думаю, вот с таким вот интересом и с таким вот желанием людей участвовать в подобных мероприятиях, и на последующие годы мы сможем его уже проводить ежегодно. То есть сегодня у нас не только наши местные жители, с нами еще и туристы, которые приехали в республику, и думаю, всем нравится, всем интересно. Гости нашей республики, по большей части посещающие Ингушетию в рамках культурно-познавательных и исторических туров, отмечают, что национальный колорит, которым так славится Кавказ, существенно дополняется гастрономическими турами. В Ингушетии я уже не первый раз, я очень люблю эти края, и в год несколько раз я приезжаю, с большим удовольствием возвращаюсь покорять, изучать горную Ингушетию. Конечно, мне очень нравится, наверное, мое сердечко несколько лет осталось здесь, поэтому я каждый раз возвращаюсь за ним. Я очень рада, здесь солнечно, прекрасная погода, которой нет у нас в центральной России, прекрасные горы, природа. Это все так вдохновляет, и сразу так жить хочется, радоваться хочется, петь, танцевать хочется. У вас очень прекрасно, и даже черемшу мы успели попробовать, уже очень гостеприимный народ. И остается только благодарить вас за ваше радушие, прием и гостеприимство. После сбора черемши участники хонгтура отправляются обратно в лагерь, где уже все готово к приготовлению. Один из основных способов употребления в пищу этого полезного растения – сварить черемшу в молоке. Но и помимо нее тут есть чем утолить голод, который в горах ощущается особенно сильно. В рамках мероприятия также состоялись состязания по стрельбе из лука. Была презентована продукция, уже ставшая национальным брендом – ингушский мед. Для дальнейшего развития гастрономического туризма и формирования новых турпродуктов Хонгтур окажет большое влияние, потому что проводить такие мероприятия планируется на регулярной основе. Тамерлан Хамхоев, Муслим Арчаков, Магаз 24.